В оккупированном Крыму 37 человек обвиняют в самозахвате и выселяют из домов. Среди них 10 детей. Все они живут в бывших корпусах санатория МВД «Алупка». Местные говорят, что при Украине здесь селили рабочих санатория и военных из местных частей. При этом документов никаких на руки не выдавали. Теперь российские власти могут лишить людей крыши над головой. Селили нам ключи по письму рекомендательному командира части. Вот этот. А что они там не, как сказать, не документы не составили о нашем проживании. И сейчас говорят, что это самозахват. Ну вот после въезда сюда провели здесь капитальный ремонт, поменяли полностью отопление, завели сюда, поменяли электроснабжение, водопровод, канализацию. Все сделали за свои средства, своими силами. То есть я получил выходное пособие по ранению, по увольнению, какие-то запасы были. Все деньги, которые в семье были, все было потрачено в капитальный ремонт этого жилья. И вот самое главное, что вот квартплата, которую мы санаторию... Вот, то, что они говорят, что... Медицинский реабилитационный центр «Алупка» МВД Украины. Вот, это мы все оплачиваем. То, что говорят самозахвата, да, почему-то оплату брали. Оплату брали же. Получилось действительно, что нас сейчас суд, и нас просто вот выгонят на улицу. Идти некуда абсолютно. Нам уже сюда и милицию посылали, как бы запугивали нас. Как бы они нам ничего плохого не делали. Ну, по указанию начальства, как они нам сказали, на каком основании вы тут живете, ну, как бы все. Приходили там юристы и все остальное, там сотрудники санатория, и как бы говорили, что вас все равно отсюда выселят, лучше сразу выезжайте. Расселение данных граждан будет производиться по мере обеспечения их жилыми помещениями в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Ну, скажем так, просыпается Министерство внутренних дел, руководство данного санатория, и говорит, верните обратно. Наверное, надо находить компромисс, посмотреть и выйти из судов, выйти на Совмин и решить это, наверное, на местном уровне без каких-то судебных вопросов. Я так полагаю, что будет применяться правило, при котором, если вы не оговаривали, то все неотъемлемые улучшения вам не возвращаются. Раз вы не договорились с собственником о том, что, ну, об обратном. Получается, все, что они ремонтировали, в принципе, взыскать или возместить, ну, невозможно.